меня отлучили от Кубани. Вот, пельмяшка моя. И говорит, идите шашлыки кушать. Ухо, уже шашлыки готовы. Татламла? Пока не остыли, всех к столу. Какой у нас стол богатый. Машалла. Пахнет хорошо шашлыками. Ух ты! Ну это нам на двоих. С твоей мамой и мне, хорошо? Двум поэтессам. Спасибо. Садимся. Мой брат Ортабай Шамшудинович Кечеруков. Он настолько необыкновенен, я вам объяснить не могу. Жил в Верхнем Учкулане, аул Верхний Учкулан, Карачайский район, у подножия самых высоких гор. И когда я приехала в гости с Киргизии, студенткой медучилища, он, вы знаете, такими червонными глазками смотрел. Я не знаю, первый, второй класс ходил. И когда я уехала, погостила, уехала, он мне письма каждую неделю присылал. Помнишь? Помню, конечно. Это как будто вчера было уже, зато сколько лет прошло, ну помню, как вчера это. Уже посидели мы бабушками, дедушками. Посидели, конечно, уже состарели, но все помню, как будто вчера. Было очень хорошо, мы всегда ждали, когда она приедет к нам. Заранее знали, что она едет. Встречали, вокруг нее собирались, провожали, воспоминаниями приятными оставались. Еще ждали, письма писали, ответов ждали. Когда получали письма, радовались. Так что... А что еще интересно, да, я перебью, пока не забыла. Что интересно, у него есть старшие братья, и мы живем в Киргизии, депортации еще наша семья. Там еще было несколько семей в нашем селе, остатки роскоши, как говорится, Карачаев. И его старший брат по имени Муса вдруг попадает с Кавказа на срочную военную службу в город Такмак, где я училась в медучилище, закончила его. Потом мы жили в трудовике, вот где река Чу есть, на берегу Чу мы его встречали, угощали, то делали, танцевали. Вот такая интересная ситуация была. Так мы скучали за ними, и вдруг он попал к нам на службу, Муса. Да, прекрасно помним. Фотографии присылали, радовались. Интересно было, удивлялись, как тогда, еще маленькие же были. О, как туда попал он и как они встретили. Думаем, ну нам же детям непонятно было. Да? Они, оказывается, к нему в часть ходили, у командира выпрашивали, домой взяли. Так что вот такие эти были у нас. В далеком прошлом. Сейчас уже мы все в возрасте. Да. Такое время, дорогие друзья. Как-то, Кельвин, вы слишком близко, потому что я такая страшная. Чуть дальше встаньте, пожалуйста. Такое время настало. Почему-то сейчас чувство родства уходит на второй план. Люди забыли, что такое двоюродные, троюродные, четверородные. У карачайцев двоюродные – это как родные. Одной семьи, одного двора дети. Так вот мы росли так. У меня такие понятия, у них тоже такие понятия. А есть люди двоюродные, родные, друг к другу не ходят, не общаются, не знаются. Моя хата с краю живут, а мы живем, наша хата, посередине, да, в центре. Ну, конечно, грустно и печально, когда вот так холодно живут друг с другом. Богатство, все это хорошо, но самое богатое наследство – это родство у людей. Когда много родственников, и удовольствия больше, и радости больше. Поэтому дружите, ходите друг друга, не забывайте. Обещайте. Вспоминайте друг друга, да. Это обязательно, Да. как я понимаю. Жизнь короткое счастье. Мне 74. Но это как жизнь прошла как будто 7 плюс 4. Столько лет как будто бы. И это короткое счастье. Самое главное, что это общение, это объятие родных людей, улыбки, песни, взаимопомощь.
ну я не знаю, вместе встречать радости и горе. Все бывает в нашей жизни. Но чтобы было у всех хорошо, чтобы жили счастливо и на радость встречались, друг друга приветствовали, привечали. Надо так жить. И соседи, не только родственники, и соседи. Мы сегодня есть, а завтра кто его знает, что с нами будет. Жизнь такая игрушка. Да, надо понимать. Раньше как все на улицу уходили, собирались, сидели друг с другом, разговаривали, весело было. Каждый сейчас на свою калитку зайдет, и никого не видно. Да. Сосед дома, не дома, никто не знает. Все утром уходят, ночью приходят. Людей нету Да, как таковых, как- как будто как пещера мы живем, живем, да. как пещера живем. Вот видите, дорогие друзья, Но счастье. счастье в жизни в другом оказывается. Ну, каждый, наверное, может понимать по-другому. В родственниках своих близко счастье оказывается, да. всем. Да. Спасибо тебе. Ну, тебе спасибо за то, что всех нас вот так одушевляешь, поддерживаешь, радуешь. Покажи мою племянницу, которую мать я нянчила. Посмотри, какая доктором выросла. Сегодня вижу впервые. Акушер-гинеколог, Покажи Арида. наш стол, посмотри, какие Арида. грибы. Все, да? Архара? Ага. Берхара. Покажи наш стол. Грибы, хычины, мясо, салаты, малаты, напитки, чего только нет. Но у нас нету спиртных напитков. Мы пьяны от встречи с природой. Мы пьяны от счастья нашей вот семьи, нашей Кечерубковской фамилии. И плюс наших зятьев, племянница вот, Черкасова, ну, мать Кечерубкова. Спасибо всем. Все. Нас немало. Молодец.